Здравствуйте, друзья! С вами Лара Володина и наши новости. Все чаще я получаю информацию о погибающих собаках, о собаках, которые бегают по дорогам, собаки, которые в опасности, которых хотят отравить, которые могут попасть в любую минуту под машину из разных городов, не только из Якутска. И вот очередная просьба из Москвы. Собака в беде, собака нуждается в спасении. Собака валяется в лесопарковой зоне, недалеко где-то от метро, в плачевном состоянии, в том плане, что в стрессе. Но очень адекватная, очень ласковая, идет на контакт. Видимо, кто-то выкинул, избавился. Волонтеры пытались найти старых или новых хозяев, но за сутки никто не откликнулся. Нельзя ее оставлять в этом месте. Рядом дорога и многолюдно. Собака просто пропадет или погибнет. Вот она тут лежит, вот там трава такая залежная, она, скорее всего, вот там спряталась. Вон даже видно, это как бы там и там спит. Вот люди воду принесли, пара, они ушли, до завтра не смогут прийти. Я ей тоже принес корм. Она прям ласковая, она подходит, она лапы дает сама, вот как домашняя собака, которую гладишь, и она лапки дает. Команду вот эту знает: дай лапу, дай другую лапу. Вот девочка, я думаю, она еще щенок, как бы она, и она не, и у нее как бы шерсть такая, она не особо грязная, то есть либо ее бросили, я думаю, либо она потерялась. Нужно как-то помочь. Пришлось забирать ее к себе на свое кураторство, на платную передержку. Конечно же, передержку надо оплачивать. Собачка оказалась на удивление умницей, очень большой умницей, ласкушкой, доброй, ласковой, нежной, трепетной, волшебная собачка. Как жалко, если бы мы ее не спасли, как жалко, если бы она исчезла или погибла. Как пройти мимо такой собаки? Слезы наворачиваются. Друзья, помогайте, пожалуйста, нам. Помогайте. Ее надо, конечно же, стерилизовать, ее надо кормить, ее надо пиарить и оплачивать передержку, корм. Нам очень нужна ваша помощь. Друзья, помогайте, пожалуйста. Итак, приехали на консультацию к ортопеду, к хирургу и к онкологу. Вот с Лолочкой. Да, Лолочка? Вот с такими лапками нашими кривущими. Пойдем. Пошли. И с Каштанкой. Вот где руки нам нужны.
И с каштанкой, да? Малыш, пошли, пошли. Приехали в ветеринарный центр. Привет, мама. Давай сюда, давай, давай. Давай. Заходи. Заходи. Нет, пошли в клинику. Пошли. Давай сюда. Давай, заходи. Боимся. Ей 4-5 месяцев. Да. Редкая порода. Окрас редкий. Московская леопардовая, редкая порода. Это вы так решили? Любознательный ребенок. Это уже другая. Подход правильный к такому лечению, ну, вернее, к таким пациентам, да, это во взрослом возрасте, когда уже закрывается зона роста, когда мы понимаем, что у нас есть хромота, связанная с болью в суставах из-за того, что они неправильно сформированы, выполнение так называемого артродеза сустава, то есть его сращивания, чтобы он не работал, не терся и поэтому не болел. И это будет что, артрез ставить? Артродез это называется. На это какой-то аппарат, что ли, ставится? Или... Нет, это мы полностью сращиваем сустав в таком в полусогнутом положении. Лапы при этом ровнее не становятся, но сустав перестает работать, разгибаться и перестает болеть. Это делается операция во взрослом возрасте, тогда, когда они хромают из-за того, что болят суставы. Это не операция по восстановлению этих суставов. Это избавление от боли? Избавление от боли, когда эти суставы разрушатся. Ой-ой-ой. Восстановить эти суставы, чтобы они нормально работали, разгибались, были ровные лапы, и это не болело, невозможно. А в каком возрасте нам к вам приходить? Это точно после года. И тогда, когда вы понимаете, что не просто лапы кривые внешние, а тогда, когда вы понимаете, что они болят. То есть болевой синдром. Понятно. А вот это искривление тоже, это все одно и то же, да? Смотрите, здесь искривление на 3 уровнях, Да. один из которых состоит из 2 костей. Сейчас покажу ваши снимочки. Это у нее патология от рождения, да? Такое, Да, видимо? это патология роста и развития называется. У нас искривление одно, значит, вот на вот этом уровне, на уровне плечевой кости, второе искривление здесь на этом уровне, причем 2 кости, и третье искривление на этом уровне. Ой-ой-ой. Да, чтобы сделать эти лапы ровные, надо на всех 3 уровнях сделать остеотомию. В теории, на модели пластиковой это можно сделать, на живом пациенте, да, это просто нереально. Нереально, да? Абсолютно. Вот это да. Да, поэтому, как минимум, здесь, так скажем, знаете, нельзя сказать гарантированно, что, вернее так, тут вопрос такой не стоит. В своих личных я знаю, что у нас не получится. Не получится, да? Ну, понятно. Результат хороший получится. Да, кто ж возьмется, если вы не берете, то уж никто не возьмется. Ну и что, и тогда все, значит, да? А задние ноги тоже у нас есть? Задние ноги, такое. Пока с этим точно ничего делать не надо, но и в целом здесь... Ну, чтобы понимать у нас, ничего что у нас такого не 4 ноги, а... Нет, 2 ноги. Ну, ноги 4, но больнее. Какие-то есть рекомендации? Только не набирать вес. Не набирать вес. И все. И просто жить. Может быть, а болевые у него начнутся, может быть, в год, а может, в 3, да? Ну, они точно, если начнутся после года, а во сколько после года, никто не знает, естественно. Может быть и в 3, и в 5, и в 8. То есть нам обращаться только, когда болевые появятся. Да. А как он будет проявлять болевые? Да, Больше лежать? Будет обязательно какое-то уменьшение активности, уменьшение подвижности, нежелание, не знаю, лишний раз походить. Возможно, какая-то хромота на отдельно взятую ножку, возможно, какие-то признаки
там пищит, скулит что-то. Да, понятно. Да, это те вещи, на которые, ну, их видно, да, если, Да, так скажем, да, понятно. сложно пропустить, да. Ну что тогда? Ой, ты мой сладкий, не выспал. Друзья, вердикт одного из лучших ортопедов Москвы просто обескуражил. Как я поняла, череда операций – это просто бесполезные страдания для ребенка. Врач честно об этом сказал. Он сказал, что операция не поможет исправить ножки. Сказал он об этом очень убедительно и утвердительно. Пока щенок растет, бесполезна любая операция. А когда вырастет, прекратится рост костей и начнутся боли, а они, видимо, начнутся, а когда никто не знает, вот только тогда можно будет сделать артродезирование сустава. Эта операция уберет боль и все. Сами ноги уже не исправить, но хотя бы будем убирать боль, когда она появится. Так, меняемся, держите. Давайте. Держите, крепко держите, она очень шустрая. Вот. Ладно, все. Мы таких шустрых видели, да, скажи? Да, давайте. Главное, чтобы не вырвалась она. Моя хорошая, иди. Каштаночка, иди, не бойся. Вот ты умница. Я, короче, сегодня смотрела. Так. Давайте вы нам дверку подержите. Опа. Пошли. Пошли к доктору. Вот сюда. Нет, вот сюда. Все. Ну, опять же, а если у вас есть анализы крови? Ну, мы готовы кардиолог? у вас сейчас снимем. Yes, надо узнать. Если можно все это, конечно, давайте сегодня сделаем без проблем. Потому что она у меня не совсем близко вот в Москве, и кататься нет возможности туда-сюда. Завтра тогда я ее заберу, да, уже? Ну, хорошо тогда. Сейчас тогда я у вас ее оставлю, а потом... Так, нужен корм, пеленки, что-то нужно? Подождите, давайте мы выясним, можем мы сегодня... Результаты анализов, да? Если можем, то тогда все организуем и все расскажем. Хорошо. Что касается каштанки, при стерилизации обнаружили опухоль под ножкой. Я оставила каштанку в клинике, ее прооперируют и сделают анализы и на гистологию. Я очень прошу, друзья, вашей помощи на оплату и самой операции, и, возможно, стационара одного дня. Ну, нельзя было оставлять ее с опухолью, потому что она, возможно, будет расти. И эту малышку, которая и так настрадалась, которую и так предали хозяева, оставлять на самотек нельзя. Вот пока так, на сегодняшний день. А сейчас мы едем в другую клинику, к одному из лучших офтальмологов, Шилкину. Это не норма? Норма до 25. Значит, норма. Ей увеличить. Так, достаточно? Ага. Это вот диск, я не пойму, тянется. Да, к диску там тоже, да. К диску тоже что-то прицепляется. Да, вот она шла там. Сделай мне этот фриз, да. Вот, да. Вот хрусталик у нас совершенно недоразвитый, здесь маленький. Ага. Вот шлака, который тянется к диску зрительного нерва. И здесь это, скорее всего, это не рассосавшееся, первично не рассосавшееся стекловидное тело. Еще раз, у нас аппарат абсолютно новый, понимаете, да, мы не можем как бы все еще возможности, но мне очень нравится. Друзья, мы только что вышли от офтальмолога с Лолочкой. Ситуация очень грустная, печальная. Ей светит слепота. Видит она только сейчас одним глазом. Глаукома на 2 глазах. Один глаз
но если видит, то только свет и ночь. А второй глаз, который более-менее с виду, у него тоже катаракта. Диагнозов наставили нам очень много на оба глаза.